Видели? Первое, что я хотел показать вам, это то, что я переставил, как сказать, фару вперед. Сейчас не будет ослеплять. Поставил вот такой выключатель, чтобы сейчас в данный момент он у меня выключен. Если будет где-то встречная или же по большой дороге, если ехать, то обязательно включу. Ну и фара нужна, конечно же, ночью. Сейчас днем он не нужен. Ночью будем включать. И я сегодня еду на открытие охоты на уток на целый день. Будем уже возвращаться по темну и уже поедем под фарой. Также я немножко, может, буду снимать. Вот. Прошлый раз он ослеплял очень сильно. Ну что, я здесь остановился буквально на минуту, чтобы немножко пусть двигатель остыл, и поедем дальше. По пути будет первое озеро, там остановлюсь, проверим и уже поедем до избушки. Там сразу пойду уже проверять озера. Утренняя проверка озер будет. Потом после охоты будет рыбалка на окуня. Попробуем на червя окуня половить. И вечером, может, еще пройдусь по озерам и обратно поеду. Вот такие планы на сегодня. Так что приятного вам просмотра всем зрителям. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. В описании под видео найдете ссылку на телеграм-канал. Это оставляю в этом, как сказать, в ютубе. А ВКонтакте ссылку на телеграм я не оставляю. Вот. Ну, посмотрим, какой день, какая охота, какая рыбалка будет. Сегодня день пасмурный. Смотрите, вот такое небо. Ночью еще шел дождь, вчера шел дождь. Вот такая техника. Загрузился. Потом посмотрите, что там. Конечно, надо бы еще, чтобы здесь сидел тулан. Но охота на уток, он, конечно, у меня всегда идет без собаки. Так что рано или поздно, конечно же, тулана буду брать с собой. В багажнике посмотрим. Ну, там будет тулан, рюкзак. Думаю, все вместится. Вот такие дела. Все рассказал. Сейчас поедем уже дальше. Вот тут, ребят, недалеко озера. Сразу проверим. Взял сегодня двухстволку на уток. Двухстволкой хожу. Давайте сходим. Пока никого не наблюдаю. Какие-то волны там есть, но непонятно. Нету, ребят. Пустое озеро. Не вижу. Рыба, я думал, что-то похоже на утку. Слышал всплеск, а там рыба. Не, пустое озеро, ребят. Так, погода, ребят, для охоты, неплохая. Потому что чуть-чуть сыровато, конечно, после дождей. Но под ногами сегодня сухой листвы нету. И вот так идешь, так особо не хрустит ничего.
что озер еще будет много. Надеюсь, где-то будет утка. Трицикл у меня позади. Решил сходить еще, фиг с ним, до поворота пойду, чтобы следующий поворот там глянуть напрямик. Там метров 200 от силы пешком схожу. Грибов пока не наблюдаю. Но сейчас после дождей пойдут уже для соления. Вот в таких местах, где кусты, можно будет их собрать. Через недельку там посмотрим. Сейчас уже смело выхожу. Но бывает, из травы поднимаются. Но не в этот раз. Ну вот, не поленился, посмотрел это озеро. Озеро оказалось пустым. Что поделаешь? Идем дальше, едем дальше. И там уже от избы будем дальше ходить. Но тут обычно кряквы частенько сидят. Бывало там тут. Всегда встречаешь именно кряквы. Улетели уже. Все. Они, знаете, вот выходят на речку, потом сплавляются потихоньку. Потихоньку сплавляются вниз по течению. И уже в начале сентября первый поток уток летит. Потом 15 сентября, 15 по 19 сентября дерево свалилось на дороге. Все. Челом второго крыка. Смотрите, сток сена где-то наполовину убавилось. Ну вот, снова мы на первой избушке. Что? Сейчас сразу схожу на озеро, вон туда, за дорогой тут прямо. Там проверю это озеро, потом уже чай попьем, перекур небольшой организуем и дальше на охоту. Ну тут все как было, и на, как сказать, на развилке, на повороте сюда в сторону избушки вроде как следы были, ну, на какой-то машине приезжали. Сейчас в избушку зайдем, посмотрим. Так выглядит река, такой цвет интересный, я не знаю, бледно-бирюзовый какой-то вот. Вот, может цветет река, может еще из-за чего-то. Он такой. Прошлый раз отсюда дрова закончились, вот здесь стояли они. А тут как было, так и есть. Давайте посмотрим, кто-то в избушке был или нет. Интересно. Так. Вроде как был, ребят. Потому что здесь зазор у меня больше было. Чего вам здоровка? Чистота, порядок. Ну, с этим хорошо все. Немножко даже мыши поднимались, интересно. Но никакой записи нету. Понятно. Ладно. В избушке тепло, сразу моментально затапливать не стану. Но хотя, ребят, смотрите, я уже езжу в бушлате, и вот такой утеплитель на колени вот так ставил. Если пошире, вообще удобно и тепло, скажу вам. Не знаю, это, знаете, вот в строительстве домов какой-то вот, я не знаю, как это материал называется, подкладка какая-то. Вот.
между фанерой и лагой так ставят, чтобы не скрипела от фанера. Но я его использовал как наколенник. Ладно, не втерпешь. Давайте вот расчехлю сейчас оружие и проверил здесь озеро первое. Это самое любимое озеро уток. Смотрите, везде они ходили тут, полоски сколько, это кормились. Раньше караси тут водились, но может они тоже есть, но тут вообще вода высохла, одна трава осталась. Раньше нормальное озеро было. Ну все, второе озеро у нас до сегодня и пока пустое. Нету пока уток. Знаете, вот в прошлый раз, когда приезжал на рыбалку, на каждом озере утки были. Вроде еще утро. Я в 4 часа уехал утром. Они должны плавать, кормиться. Но пока их нету. Да и грибов тоже. Вот я смотрю под ноги. Здесь такое место. Волнушки выходят. Именно от кустарник такой, ельник, сорный лес. Ну, грибов пока нету. Ну, влаги недостаточно пока. Но думаю, скоро уже пойдут. Потому что на улице уже потеплело, немножко дожди начались. Уже скоро начнется сбор грибов. Ладно, сейчас пойду на избушку. Чай попьем и дальше озера проверять. Рюкзак у меня, там думал прохладно будет, демисезонную куртку взял. Тут у меня сапоги. Вот. Ну и для рыбалки топор это уже вот такую коробку поставил пластиковый, он не тяжелый, сюда вмещается вот топор, ничего не ранит, все классно. Ну, чтобы мелкие вещи вот сюда тоже ложить. Вот этот возьму с собой сейчас, если что, утку доставать. Рыболовную пока все оставляю. Я уже за столом, немножко завтракаю. На завтрак у меня гречка, которую я не буду сейчас есть. Огурцы. Вот это я съем с хлебом. Чай попью. Ну, также я взял яйцо, как всегда, картошку. Может, суп сварю. Тушенка здесь есть у меня. Вот. Налегке сейчас быстренький завтрак организую и уже пойдем. Рюкзак возьму, спиннинг возьму с собой. Часть дороги поеду на трицикле, потом уже где-нибудь оставлю, где будут начинаться озера. И буду проверять их. Если будут утки, буду включаться. Если нет, то холостую снимать я уже не стану. Как я подхожу, как я смотрю, это, думаю, не будет интересно. А будут утки, буду озвучивать, показывать, ну как будет. Вот. А сейчас я небольшой перекус, чай разовый. Потом уже скипятим чай, приедем, нормально пообедаем и уже будем рыбачить. А сейчас пока с утра хочется побродить, просто побродить. Хотя бы озер 5-7 там проверить, а там посмотрим. Если ничего не будет, время тратить, конечно, я не стану. Не будут утки, я развернусь и обратно приедем. Там, короче, плавают. Береза свалилась, за березой именно возле берега. Одного вижу. Две штуки. Похоже на черки. Будет очень неудобно подходить туда. Ориентир будет береза.
там 2 или 3 утки сидят. Что, посмотрим. Что-то промазал, ребят. Подлетела. Далеко села. Сидит там. И нырнула, смотри. Или нет? А, нет. Умирает и, бля, не умирает. Второй далековато было. Короче, подранок там у меня. Что-то стреляю и не попадаю. Не знаю почему. Но он как-то странно себя ведет. Отсюда стрелять бесполезно, уже на другом берегу почти. Сейчас мне придется перейти, обойти это озеро. И уже подойду. Похоже на чирка и вроде как чирок. А там еще одна садилась, наверное, это может самочка-мамочка. Я так думаю. Сейчас он там возле берега, наверное, затаится. Вот, и будет там сидеть. Он хлюпает, он задыхается от крови. Ну, надо сходить. Отсюда стрелять бесполезно. Что-то я мажу. Ну, хорошо подошел. Хорошо подошел. Это сперва в одном месте посмотрел. Не то. Потом на другое место сходил. Опять не по пути. А оказывается, они-то или меня услышали, или уже в ту сторону начали плыть. Ну, возможно, меня услышали. Но этот тоже под вопросом еще. Может нырнуть и хрен найдешь его. Ладно. Вот, бля, заросло тут. Луг был.
непроходимая тайга становится. Капец. Вот это да, неприятно, конечно. Ну вот. Первая есть. Ну все, ребят, первого добыли. Это уже верняк. А тот еще под вопросом. Чирок. Вот он. Сейчас расскажу, как все было. Было очень интересно. Так как я шел под ранку и прям вот с правой стороны от меня так сели, услышал, как на посадку пришли, и я их не вижу. Сколько ждал до выстрела, момента так и не получилось. Потом подошел, здесь несколько моментов было, они вдвоем рядом сидели, но не успел стрелять. Потом ждал, когда они в кучу соберутся, чтобы бахнуть им, ну, сразу, чтобы одним выстрелом добыть. Не получилось. Потом думаю, этот, как сказать, может, меня увидел. В общем, сидит там настороженно, а второй кормится. Дай, думаю, хоть одного. И потом второй начал идти дальше, и он уже, я его и не видел, скрылся. Думаю, и этот еще спрячется. Потом там уже вообще вот стена леса, там хрен подойдешь. Я решил выстрелить, и вот, пожалуйста, первая добыча осенней охоты. Открыли, утки летают уже. Молодая утка, хорошая. Ну, сейчас пойдем туда, может, удастся еще добрать второго. Там еще чернить, хохлатая, или же, как сказать, может быть, даже и свияжь. Может, первый выстрел по свияжам не было. Что-то харкает, может быть, даже и свияжь там. Вот. Ну, этот наш. Начнем с малого. Он где-то должен быть тут. Сюда к берегу он подплыл. Вон он, ребят, нашел. Тоже чирок вроде как. Похоже. Да, тоже чирок. Отлично. Вон он. Хороший. Вот, ребят. Второй чирок. Добыт. Сейчас уже можно смело сказать, что 2 чирка уже добыли. Вот. Заранее лучше не говорить.
Вот зайдет в такую траву, затаится, вы никогда не найдете. Просто вы не найдете. Он затаивается, он просто лежит, ты почти наступаешь на него, он не выскочит. Хорошо, что я нашел. И знаете, этот черок обошелся. Сколько я там? 3 раза выстрелил. Каждым годом утка становится дороже. Сейчас уже 70 рублей патрон. Вот и считайте, сколько стоит черок. Что, опа, может быть даже выгоднее сейчас охотиться на гусей. Ну, начнем с малого, ребята, с добычей нас. Вот. Тут такая площадка, вижу тут, смотрите, сколько патронов, 1, 2, 3. Даже я думаю, здесь, ребят, весной, возможно, с чучелами кто-то сидит. Вот на этом повороте. Прям до хрена патронов здесь настреляли. Ну, сейчас вот уже кину я эту утку в рюкзак. Получается, вот какая картина. Вот. Это хорошо. Не думайте, что такая утка маленькая. Утка маленькая, но черок очень вкусная утка. Хороший суп делает. Что? Отлично. Я доволен. Иду напрямик. Смотрите, какая высокая трава тут. Не стал уже там кружить. Короче, здесь пойду. Подлуг надо пройти. И потом по лесу. И сразу выйду я на трицикл. Дальше поеду на трицикле. И там уже оставлю, конечно. Там уже озер больше будет. Удобная штука трицикл, ребят. Да, и хоть мотоцикл. Бывало там на УАЗике приеду. Там УАЗик возле избы оставляю. А здесь холостым очень много надо идти. Туда-сюда, блин. Все заросло. Хотя здесь была тропинка. Даже дорога небольшая. Капец, негде ходить сейчас. Вот это да. Ой, пихтач, пихта. Пихтой пахнет, ребят, вот пихтач. И время от времени Лариса Викторовна ходит за пихтой, вот такие ветки приносит, дома поставит в этот вазу или в банку обычную. Потом пихта, она не сразу высыхает, и аромат на весь дом. Прям неделю там. Бывает даже начинает цвести вот этот пихтач. О, птицы запели. Наконец-то я сюда пришел. Здесь, конечно, тоже, смотрите, такой бурелом. Надо обходить. Вот так. В следующий раз уже также будет охота, конечно. Но и с собой буду брать ведро. Сразу собрать грибы. Здесь навалило. Береза вон. Сперва она береза сломалась. И потом вот эти пихтачи повалила. Ладно. Идем дальше. Ну, в общем, вот даже здесь дорога есть. В общем, на следующих озерах, если утки будут, также буду включаться. Вот, отлично. Я дошел до дороги. Здесь уже выйду. Спасибо. Сперва из избушки вышел, думаю, хорошо, что я одел вот эту демисезонную шапку. А здесь сейчас на такой степени спотел, просто жарко. 2 чирка в рюкзаке вообще. Я не знаю, сколько грамм они весят. Не чувствуется ничего. Патроны то тяжелее. О, смотрите, лисичка уже вышла. Лисичка.
Грибы есть уже. Первые грибы. Сейчас пока собирать не стану. У меня трицикл в стороне. Вот гильзы. 4 патрона уже сегодня бахнул. Хотя он тихий, не такой громкий шум двигателя. Но все равно в стороне оставил. Сейчас поеду дальше, также в стороне оставлю. Зачехлиться надо. Все есть с собой. Чехол. Так, ладно. Утку тоже буду выгружать отсюда.